Почтить память героев Великой Отечественной и напомнить о дружеских традициях. Делегация Национального конгресса побывала с визитом в Севастополе, где прошел День чувашской культуры. Дорога на полуостров в этот раз оказалась длиннее обычного. Делегация Чувашского конгресса сначала выполнила почетную миссию и заехала в Донецкую республику, куда был доставлен гуманитарный груз. Вся программа визита была наполнена патриотической тематикой. Каждая пять севастопольской земли напоминает о мужестве и стойкости героев, защищавших эту территорию от захватчиков. Одной из первых точек на маршруте нашей делегации стал памятник воинам Чувашии, павшим при обороне и освобождении Севастополя в 1941-1944 годах. После ознакомительной экскурсии по городу-герою посетили мемориальный комплекс «35-я береговая батарея», на площади Нахимова возложили цветы. Здесь установка 17. Самое центральное место занимает 7-е место. Это плита, посвященная 25-й Чапаевской дивизии. 25-я Чапаевская дивизия полегла здесь, обороняя Севастополь. Встреча с земляками на Крымской земле далеко не первая. Представители Севастопольского чувашского общества стараются поддерживать связь со своей малой родиной и всегда рады гостям, которых встречают не только хлебом-солью, но и домашним пивом. Площадка в этнопарке Лукоморье на несколько часов погрузила севастопольцев и гостей города-героя в колоритную атмосферу края 100 тысяч вышивок и песен. Однако в этот раз праздничный концерт чувашской культуры, народных традиций и обычаев артисты давали в поддержку СВО. В Севастополе проживает больше 170 национальностей, и в наше время очень важно, чтобы все мы были как единый кулак, чтобы все мы были вместе, чтобы все мы боролись с одним общим врагом, и чтобы наша страна процветала, чтобы наша великая Россия была всегда первой. Особых наград на Севастопольской земле удостоились активисты молодежной организации Чувашского национального конгресса «Хастар», представители национальных культурных обществ, которые принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, а также оказывают гуманитарную помощь воинам, участникам спецоперации. Светлана Позднякова, Алексей Яникин, Александр Герасимов. Вести Чувашия.